21 января Юля отметила 23-летие, возможно, лучшее время для того, чтобы показать, на что способен спортсмен, который всю жизнь идет к своей минуте славы. Она начала заниматься лыжами с 6-летнего возраста в родном Сосногорске. В 2009 стала членом сборной Коми по лыжным гонкам, а в 2012 году на всероссийских соревнованиях Сыктывкарская лыжня совсем еще юная. Юля взяла свою первую важную награду – золото в спринте. Готовилась, конечно. Мы все лето тренировались, ездили на сборы. В 2013-м окончательно и бесповоротно закрепилась в главной команде страны. На российском уровне первый серьезный успех настиг лишь в прошлом году. Тогда в тандеме с Натальей Матвеевой сначала было золото на 6-м этапе Кубка мира в Италии. А потом и серебро в командном спринте на чемпионате мира в финском Лахти. Испугалась Юлия такого вопля победительницы, вздрогнула аж от неожиданности. Тактика на этих соревнованиях, как потом в эфире Матч ТВ призналась уроженка Коми, заключалась в том, чтобы оставить как можно больше сил на последний круг. Серебряная медаль в такой компании, безусловно, это очень-очень весомая награда, с чем Белорукову и Матвееву обязательно нужно поздравить. Против этой атаки оружия нет. И вот теперь Пхенчхан. Ехать или не ехать, даже вопрос не стоял. За 2 недели до Олимпиады она пошла буквально ва-банк. Слишком высоки оказались ставки. Россию лишили права не просто выступать под своим флагом, но основного состава сборной. Делать ставку на молодых атлетов президент Российской Федерации лыжных гонок, очевидно, была не готова. Поэтому каждого лично проверила на твердость духа, в готовность побеждать. Не поедем мы ни на какую Олимпиаду. Нас там никто не ждет. Да, Юля? Подготовимся еще 4 года. И с китайцами нормально повоюем. Старухой поеду. Кем? Серьезная заявка на счастливое будущее. Не случилось не поехать. Возможно, это была такая тренерская тактика – сконцентрировать спортсмена на будущей гонке, чтобы тот приложил максимум рвения и усилился на тренировках. Так или иначе, результат налицо. И вот уже сама Вяльбе не может сдержать эмоции, переживая за Юлю. Вот он, олимпийский старт. Она под 15-м номером сразу же ринулась в бой. Всю дистанцию держала выбранную скорость, ни на секунду не расслабляясь на сложных участках. Неслась по трассе, почти наступая на пятки своим соперницам. И только на финише эмоциональное напряжение отпустило. Уже позже в Инстаграме она благодарила болельщиков за поддержку. Вот она, наша красотка! Из Сосногорска, это республика Коми. Юля Белорукова, молодая лыжница, которая выиграла бронзовую награду в классическом спринте и не может поверить, не может сдержать слез. Я уже несколько часов реву. Остановите это кто-нибудь. Вы не просто болельщики, вы целая армия мощнейшей поддержки. С таким тылом ничего не страшно. Молодец, Юля, спасибо за эти эмоции. Россия гордится тобой. Плачь от счастья, это твой триумф. Гордость Коми, умница, беги, беги, беги. Браво, Юлия, вы большая молодец. Болели за вас вчера до хрипоты. Эту победу она обещала своему любимому. Никита Ступак тоже лыжник. Вот он почти на каждой фотографии Юли. Судя по всему, это те счастливые минуты, когда 2 спортсменам удается встретиться между чемпионатами. Вот и тот самый момент, когда его любимая девушка боролась за бронзу, Никита возвращался с одной из соревнований. О победе Юли он узнал в тот момент, когда приземлился в Москве. Ну, сейчас я чувствую то, что я сделала то, что обещала одному человеку. И это только начало. Ты моя самая большая умница. Сезон складывается для тебя очень тяжело. То травмы, то болезни. Но это была черная полоса, а сегодня твой день. И это белая полоса. Ты показала всем, что можешь. Доказала, кто тут русская ракета. Верил в тебя. Лучшая.
могла бы пробежать и лучше. Об этом журналистам спортсменка признается позже. Сказалась травма, полученная 1,5 месяца назад. Настроиться на боевой лад перед стартом лыжницу заставил язвительный вопрос одного из иностранцев. Как ей нравится новая экипировка с буквами УАР. После такой подковырки для девушки победа была делом принципа. На старте Юля доказала, что российский женский лыжный спорт списывать со счетов рано. Елена Кононова, телеканал Юрган.